Всем привет! Вы на канале Orange. Рады, что вы с нами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, QR-код в нижнем правом углу. Сегодняшний выпуск посвящен теме, которая неожиданно оказалась на пересечении туризма, политики и международных отношений. Абхазия, которую долгое время считали надежным союзником России на Южном Кавказе, внезапно оказалась в центре масштабного общественного резонанса. Все началось с, казалось бы, бытового вопроса отношения к туристам, но последствия оказались по-настоящему громкими и многослойными. События последних недель стали своего рода тестом на зрелость и взаимоуважение между двумя сторонами – российскими гражданами и абхазскими властями. Поводом для бурной реакции послужили высказывания отдельных представителей абхазского истеблишмента, выразивших недовольство поведением российских отдыхающих. И хотя изначально эти слова могли показаться частными мнениями, общественность восприняла их как сигнал свыше. И ответ был молниеносным. Первой точкой напряжения стало заявление сотрудницы Министерства туризма Абхазии Кристины Лакербая. Она открыто раскритиковала туристов из России, которые, по ее словам, питаются лапшой быстрого приготовления, не покидают территорию гостиниц и не приносят экономической пользы. По ее утверждению, такие отдыхающие не нужны республике. Эти слова вызвали волну негодования в российских медиа и соцсетях. Массовые призывы отказаться от поездок в Абхазию появились практически мгновенно. Люди начали массово отменять бронирование, а в сети появились сотни видеороликов с критикой высказываний чиновницы. Вскоре Лакербая была уволена, но ситуация уже вышла из-под контроля. Вторым ударом по туристической репутации республики стало заявление Александра Басарии, главы Абхазского фонда кино. Он пошел еще дальше, заявив, что экономные российские туристы представляют угрозу не только экономике, но и национальной безопасности Абхазии. Такие слова, прозвучавшие в публичном пространстве, вызвали резонанс уже не только среди граждан, но и в экспертной среде. Осознав последствия своих заявлений, Басария позднее публично извинился, подчеркнув, что его организация является частной структурой и не имеет отношения к официальной позиции государства. Тем не менее, репутационный ущерб был нанесен, и в обществе он воспринимался как проявление высокомерия и неблагодарности со стороны части абхазского истеблишмента. На этом фоне в информационное пространство начали просачиваться первые сигналы из экспертных и дипломатических кругов России. Согласно поступающим сведениям, Москва рассматривает возможность пересмотра политических и экономических механизмов поддержки Абхазии, включая вопрос признания ее независимости. Безусловно, это пока не официальные заявления, но в текущих реалиях даже такие намеки являются тревожным сигналом для республики, находящейся в прямой зависимости от российской экономической и военной помощи. Особую пикантность ситуации придает активность местных блогеров. В ответ на отток российских туристов они начали публиковать видео с эмоциональными призывами «Не приезжайте в Абхазию». Езжайте в Сочи, в Анапу, в Крым. Один из популярных абхазских видеоблогеров даже иронично предостерег россиян от посещения конкретного населенного пункта, надеясь таким образом привлечь внимание к его красоте. Однако обратная реакция оказалась прямо противоположной. Российская аудитория действительно восприняла его слова всерьез и отвернулась. Российские туристы, уставшие от недружественной риторики, выразили готовность полностью отказаться от отдыха в Абхазии. Многие открыто заявили, что не вернутся в республику ни при каких условиях, особенно с учетом того, что на отечественном туристическом рынке имеется множество альтернатив, от Черноморского побережья до внутреннего туризма в республиках Северного Кавказа и Центральной России. Министр туризма Абхазии Астамур Лого был вынужден сделать экстренное заявление, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он подчеркнул, что республика рада всем гостям, а отдельные высказывания не отражают официальную политику государства. Однако в эпоху цифровых коммуникаций слова, однажды сказанные и записанные на камеру, уже невозможно стереть или замять. На момент конца июля 2025 года ситуация остается напряженной. Туристический поток в республику резко сократился, а абхазский бизнес в панике. Гостиницы теряют клиентов, кафе и экскурсионные службы недополучают доходы, а местные жители начинают осознавать, что легкомысленные фразы чиновников могут стоить целого сезона, если не больше. Российские комментаторы все чаще указывают на дотационный характер экономики Абхазии, на ее зависимость от российских бюджетных вливаний, энергетической поддержки и военного присутствия. В этом контексте все громче звучит вопрос: почему Москва должна поддерживать партнера, который позволяет себе оскорбления в адрес российских граждан?
Фактически на наших глазах разворачивается показательный урок политической ответственности. Одно неосторожное слово, сказанное в условиях соцсетей и глобального внимания, может обрушить не только туристическую отрасль, но и пошатнуть дипломатические отношения. И если Абхазия не сделает выводов, последствия могут оказаться необратимыми. Останется ли Абхазия без российских туристов? Судя по всему, именно к этому все и идет. И если раньше подобные угрозы воспринимались с усмешкой, то теперь тысячи людей пишут одно и то же: «Мы к вам больше не приедем». Под каждым роликом на YouTube, посвященным недавнему скандалу, десятки тысяч комментариев и сотни тысяч просмотров. И почти в каждом простое и четкое послание: Россия устала. Вот что пишут люди. Михаил оставил комментарий: «Давайте все вместе перестанем ездить в Абхазию, пока не изменится отношение к россиянам. Часто слышу, что там злой и недоброжелательный народ. Люди не рады приезжим. Оскорбляют, запугивают, унижают, угрожают». Софья добавляет: «Вы просите не ездить к вам? Пожалуйста. Только вот продолжайте жить за наш счет. Пора отпустить вас в свободное плавание». А Виталий пишет: «Гордитесь своим отношением к туристам, наслаждайтесь морем и живите без гостей». Другие комментарии стали по-настоящему личными. Иван Попов вспоминает: «Не волнуйтесь, мы и не собирались к вам. Не хотим быть обворованными, оскорбленными или зараженными ротавирусом». Полина делится опытом: была в Абхазии. Все в запустении, повсюду советский налет. Сняли комнату, а когда пошли купить местное вино у соседа, хозяйка начала кричать, мол, мы у нее доход отобрали. Хотя, между прочим, они живут на российскую пенсию. Абхазская – около 500 рублей. Но при этом к россиянам относятся с хамством. И, наконец, отзыв простого туриста. Был пару лет назад. Разруха. На второй день едва не угнали машину, на четвертый подхватил ротавирус. Еще 3 дня восстанавливался. Комфорта никакого, а местные еще и хамят. Не ногой туда. По состоянию на конец июля 2025 года количество подобных сообщений превысило десятки тысяч. И это уже не просто эмоциональная реакция, это общественный тренд. Россияне устали быть источником дохода для региона, где их не уважают. Половина бюджета Абхазии формируется за счет финансовой помощи России. Туризм – одна из немногих отраслей, приносящих живые деньги. И именно российские граждане обеспечивали сезонное наполнение пляжей, гостиниц, кафе и рынков. Но, похоже, в Сухуми забыли, кто действительно поддерживает республику на плаву. Последние заявления абхазских чиновников, уничижительно высказавшихся о россиянах как о дешевых туристах с лапшой, стали последней каплей. Эта риторика вызвала справедливое возмущение. Ведь Россия на протяжении почти 2 десятилетий помогала Абхазии, от инфраструктуры до пенсий. Строились школы и больницы, прокладывались дороги, оказывалась гуманитарная и военная поддержка. Но вместо благодарности – демонстративное пренебрежение. В республике, зависящей от российских дотаций почти на 80%, стали звучать заявления о необходимости ограничить влияние Москвы. Вводятся запреты на покупку недвижимости гражданами России, блокируются инвестиционные проекты, сокращается участие российских организаций в восстановлении объектов. Это выглядит как минимум странно, ведь Абхазия не имеет полноценного внутреннего производства, налоговая база почти отсутствует, а реальный источник стабильности – это финансовый поток с севера. В ответ на происходящее Москва перестала молчать. Россия ясно дала понять: помощь – это не обязанность, а проявление доброй воли. И если она используется против интересов самой России, то у России есть все основания ее приостановить. Так и произошло. Были заморожены проекты, сокращено финансирование, введены ограничения на новые программы. Это был справедливый, четкий сигнал. Вы не можете жить за счет России и одновременно проявлять враждебность к ее народу. Гнев россиян вполне обоснован. Люди не хотят рисковать здоровьем, безопасностью и уважением ради отдыха, который стал для многих символом упадка и недоброжелательности. И если Абхазия не пересмотрит свою политику, то может остаться не только без туристов, но и без партнеров. Сокращение финансовой помощи со стороны России Абхазская республика ощутила почти мгновенно. На фоне нарастающих проблем с выплатами заработных плат, дефицитом бюджета и нарастающей паники среди чиновников, местные власти пока сохраняют внешнюю сдержанность. Однако в кулуарах уже звучат откровенные признания: без России республика не способна удержаться на плаву. Сегодня Абхазия стоит перед серьезным выбором: либо остаться стратегическим союзником России,
демонстрируя уважение, сотрудничество и благодарность, либо перейти в разряд государств, с которыми Москва будет выстраивать отношения исключительно на прагматичной, расчетной основе, без льгот, дотаций и политических поблажек. Этот урок сегодня важен не только для Абхазии, но и для всех, кто десятилетиями опирался на российские ресурсы, позволяя себе при этом враждебную риторику. Российская сторона уже ясно дала понять: времена безусловной поддержки уходят в прошлое. Последние месяцы продемонстрировали, что Кремль готов к пересмотру отношений, если партнеры ведут себя не как союзники, а как неблагодарные иждивенцы. То, что происходит в Абхазии, стало настоящим сигналом для всех, кто верил в стабильность двустороннего союза. Раньше Сухум воспринимался как братский регион, живущий при поддержке российского налогоплательщика. Сегодня же все чаще звучат заявления о независимом курсе, ограничении присутствия российских организаций и даже попытки ущемить интересы российских туристов, той самой категории граждан, которая долгие годы обеспечивала приток денег в местную экономику. На фоне энергетического кризиса, который парализовал республику, ожидалась мобилизация усилий по модернизации инфраструктуры и укреплению сотрудничества с Москвой. Но вместо этого местные элиты погрузились в популизм. Прозвучали заявления, смысл которых сводился к следующему: если не дадите электроэнергию бесплатно, изменим отношения, если сократите дотации, пересмотрим курс. Это выглядит как шантаж и вызывает недоумение. Пора называть вещи своими именами. Абхазия долгие годы выступала в роли экономического иждивенца. Финансирование образования, медицины, социальных учреждений, транспортной инфраструктуры и даже охраны границ обеспечивалось за счет российского бюджета. Электричество поставлялось по ценам существенно ниже себестоимости. Россия направляла прямые дотации на развитие и стабилизацию региона. И все это без гарантий благодарности или партнерской отдачи. Что же получено в ответ? Вместо конструктивного взаимодействия, требования новых преференций, ультимативный тон и заявления, которые в Москве не могут расцениваться иначе, как враждебные. Многие россияне помнят боль, с которой переживали события в Гудауте и Куарчале. Именно Россия вложила колоссальные ресурсы в восстановление республики после разрушительных конфликтов. И теперь, когда поддержка начала сокращаться, в Абхазии начался настоящий кризис. Вместо поиска компромиссов – скандалы, ограничения на покупку недвижимости гражданами России, препятствия для бизнеса и инвестиций, недружественные меры в сфере образования и туризма. Даже те, кто всегда выступал за тесные связи с Абхазией, сегодня задаются вопросом: на чьей стороне играет руководство республики? Россия четко обозначила свою позицию. Поддержка не обязанность, а выбор. И этот выбор должен быть взаимным. Братские отношения невозможны без уважения. Союз – это не подчинение, но и нетерпимость к безответственности. В результате сокращения российского финансирования и перевода энергетических поставок на коммерческие условия, абхазская элита столкнулась с реальностью. Местная экономика десятилетиями оставалась полутеневой. Коррупционные схемы, непрозрачное управление и отсутствие реформ вели к тому, что любая внешняя нестабильность сразу же оборачивалась внутренним коллапсом. На фоне стремительно ухудшающейся ситуации простые граждане республики оказались в сложнейших условиях: перебои с электричеством, нехватка лекарств, рост цен и отсутствие гарантий базовых социальных услуг. Многие семьи буквально выживают при свечах, на старых газовых плитах, с минимальными запасами. И пока народ пытается справляться с бытовыми трудностями, элиты заняты дискуссиями о суверенном курсе и мнимом достоинстве. Но истина проста: ни Турция, ни другие внешние игроки не смогут дать Абхазии того, что давала ей Россия: стабилизацию, поддержку, развитие. Россия – не бесконечный источник, и уж точно не должна выступать в роли донора для тех, кто не ценит помощи. Пора взрослеть, пора делать выбор: либо путь взаимного развития, реального партнерства и доверия, либо изоляция, дефицит и политическая темнота. Время благих намерений прошло. Россия ясно показала: уважение и ответственность – это основа любого союза.